Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, Найза Fighting Championship 36 турнирінің негізгі бөлімі. Ендеше қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның көкбұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 7 жеңіс, 2 жеңіліс. Оның бойы 163 сантиметр. Салмағы 56-да 700. Грозный Ресей. Қарсы алыңыздар, Джохар Эскиев! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 9 жеңіс, 5 жеңіліс. Оның бойы 175 сантиметр, салмағы 56-да 700. Орал, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Аслан Утегалиев! Рефери Манап Кабдиев. Бойцы объявлены. Манап Кабдиев, третий человек в октагоне. Аслан Утегалиев против Джохара Эскиева. Для Эскиева, конечно же, этот поединок золотой билет. В том плане, что победой над бывшим претендентом на пояс чемпиона можно себе гарантировать следующий титульник, тайтл-шот. Для Аслана Утегалиева это также возможность снова ворваться в титульную гонку. Потому что тот поединок против Аслана, против Алиби оставил много вопросов. Да, и сейчас, по всей видимости, Аслан будет использовать вот это преимущество в риче максимально. Потому что мы знаем, что больше борется боец из России. Из Киева удобно именно короткая дистанция, близко. Плотно навязывать, это вот про него. Начинает активно прессинговать своего оппонента Эскиев. Работает лоу-киками. Да, очень много пространства дает Утегалиев своему сопернику. Больше контрить пытается. Попадает передней рукой Утегалиев. Очень собран Джохар Эскиев. И пока даже не намека на борьбу. Вот, хорошо, как зашел. Отличная комбинация. Домашняя заготовка, по всей видимости. Да, видно, что готовили именно вот такие комбинации, нестандартные. Учитывая рост Утегалиева, очень такой правильно подобранная тактика. Сдалека все атаки начинают. Ну и Аслан, естественно, видит все эти атаки. Возможно, не хватает скорости. Джохару Эскиеву насколько хватит в такой манере работать. Энергозатратные такие действия. Отлично. Попадает сейчас. Попал Эскиев. Слева. Хай-кик. Не очень-то уверенно действует Утегалиев. От бойца клуба Ахмат. Утегалиев, по всей видимости, хочет дать возможность Эскиеву размахаться, скажем так, вымотаться. Но напомню, что это легкая весовая категория, самая легкая, поэтому здесь, наверное, вряд ли стоит думать, что Эскиев может устать. Ну и публика заставляет Аслана сейчас идти в атаку, поддерживать всячески. Ну, возможно, у Утегалиева есть свой план, но пока, если честно, мы даже не раскрыли его план на бой. Что он пытается делать? Отлично, опять вот этот вот правый оверхенд. Угроза! Вперед сейчас Утегалиев и теряет равновесие. Да. Ну это уже стихия Эскиева. Сразу же этой ошибкой пользуется и наказывает за эту ошибку Джохар своего Отлично, оппонента. Насыпает локтями. Будет пытаться закрепиться в этой позиции. Утегалиев умеет атаковать снизу. В своих выступлениях в рамках турниров Найза неоднократно он показывал, что может заканчивать бои болевыми приемами. Да, вот эту длину конечности как раз-таки в партере очень хорошо реализует. Но вот мы видим, сейчас есть андерхук. Из 9 побед 4 победы досрочных именно болевым приемом и 4 победы досрочные нокаутом у Аслана Утегалиева. Есть, взял позицию, сейчас будет улучшать ее, искать возможность для добивания. Очень плотно борется. Одна ошибка Утегалиева привела вот к такому повороту событий. Да, Эскиев теперь уже не отпустит, конечно же, Аслана из этой позиции. Отлично, еще добавил локтей. Мы и в первом поединке видели, как он именно вот с такого короткого расстояния
может работать локтями. Одно из его оружий в партере — это локти против Декана Метанова. Деканова. Да. Он как раз-таки это продемонстрировал. Пока мы видим больше такую позиционную работу. Пытается Искиев удержать в партере. Ну и Утигалиев мало защищается. О, как Пытается сейчас восстановить скинул. гард и восстанавливает. Что будет отсюда? Будет попытка Готовит свипа. атаку. Ну и сейчас мы посмотрим. Нет, вот без проблем обходит гард. Так называемое скользящее колено в исполнении Искиева. По внутренней части бедра проскользнул, прошел. Уже второй раз, кстати, он это проворачивает. Ну и отсюда, наверное, уже можно судить о навыках, чьи навыки в партере лучше. В гарде удержать Утигалиеву не получается. Искиев, в принципе, обходит без проблем. Да, опять занимает боковой контроль. Попытка залезть в маунт, сбрасывает с себя Утигалиев и встает на последних секундах. Еще один бросок. тейкдаун. Хорош. От Искиева. Очень хороший Искиев. Не дал возможности ни секунды постоять на ногах. Сразу же переводит. Ну и концовка однозначно за Искиевом. Забирает он этот раунд. Ждем начала второго раунда. Однозначно этот первый раунд уходит в пользу Джохара Искиева. Как по книжке сейчас Искиев провел этот раунд. Даже по ударке видно, что установки сделал. Выполнил все установки. Обратите внимание, что не самые сложные комбинации, простые комбинации. После лукика сразу же заканчивает двумя боковыми ударами. Ну и тейкдауны делать даже не пришлось. Тут больше ошибка Аслана привела к тому, что половину раунда он Аслану провел уже лежа на нужно спине. просыпаться во втором раунде и в третьем точно. Ну, это Что так? переломный момент, да, для Аслана. Если он отдаст этот раунд, то навряд ли уже в третьем получится что-то отыграть, если это только не будет досрочной победы. В любом случае, сейчас в углу накачивают его хорошенько, чтобы он поработал в этом раунде. Но есть какая-то неуверенность в его манере вот поединка. Не узнаю я того Аслана Утигалиева, который бился против Алиби Идрис. Да, тот Аслан Утигалиев был голодным, был злым в самом хорошем смысле этого слова. Потому что для поединка такая спортивная агрессия, спортивная злость никому еще не мешает. Посмотрим, что Аслан покажет во втором раунде. Занимает центр октагона Утигалиев. Снова атакует лоу-киками Джохар Искиев. Есть Фронт-кик. попадание. И сразу же разрывает дистанцию, уходит. Понимает, что нельзя подходить к Искиеву. Ох, колено в прыжке. И зачем он повернулся спиной? Вырывает просто! Жесткий слэм, и навряд ли здесь получится. Да, очень так легко вытаскивает голову из гильотины Искиев. Отдал опять тейкдаун. Вот это самая проблема Аслана Утигалиева. Очень плохо он защищается от тейкдаунов. И один из больших минусов, наверное, Аслана. Он очень хорош в партере. Хорошо рич использует в стойке. Но вот именно отсутствие навыков минимальное. Наличие навыков вольной борьбы всегда его подводят. Высокий гард такой делает. Обратите внимание, сейчас пытается выдернуть, я так понимаю, левую руку Утигалиев. Да, однозначно он что-то метит отсюда. Неужели пойдет за Кимурой? Ну, Или же выйдет на рычаг, скорее всего. тяжело будет, конечно, Искиева поймать на такие незамудренные, такие простые вещи. Мы знаем, что Искиев очень хорош в грэпплинге. Хорошо так насыпает, амплитудные такие удары. Самоуверенно довольно-таки, да, учитывая то, что он видит, что Аслан ждет момента для треугольника, ну или армбара, скорее всего. Очень хороший контроль, и сейчас потихонечку обходит гард, и опять мы видим то, что было в первом раунде. Опять он без проблем обходит гард. Да, и обратите внимание, что тейкдаун также был проведен из-за ошибки Аслана Утигалиева. Да, колено на животе.
Очень хороший контроль, андерхук. Все делает четко, все делает правильно. И будет насыпать опять короткими ударами, будут локти. Ну и Аслану опять приходится выживать в этой позиции. Фулмаунт занимает. Ой, как опасно сейчас. Джохар Искиев. Классическая такая ошибка, да. Ну и, в принципе, другого выхода нет. Разворачивается сейчас спиной, вынужден это сделать. Очень хорошо себя чувствует в этой позиции. 2,5 минуты остается до окончания второго раунда. Забирает потихонечку шею. Будет ли пытаться душить отсюда Искиев или же будет бить? Я думаю, что поработает все-таки над тем, чтобы найти возможность для проведения удушающего приема. Однако это не будет его, наверное, главной целью в этой позиции. Ну, позиция очень выигрышна. Поэтому, наверное, и не стоит торопиться. Нужно ждать удобного момента, показывать бить, что, в принципе, он и делает. Показывает такую активность. Бьет. И тянет время для удобной для себя позиции. Хороший контроль. Вот 90 секунд остается до окончания второго раунда. Встает на ноги Утигалиев, но очень хорошо так плотно прижался Искиев в позиции бэкмаунта. Теперь шея остается сейчас без защиты у Тигалиева, но руку контролирует Аслан. Да, мы видим полную такую деклассацию, да, в борьбе. Просто на голову выше. Что касается борьбы, Аслан Утигалиев, извиняюсь, Джохар Искиев, вот Аслану Утигалиеву приходится очень тяжело. Опять мы находимся в позиции хавгарда, и Джохар Искиев действует очень грамотно. У судьи нет причин Поднимать бойцов поднимать в стойку, стойку, да, все очень активно. Ну и оставшиеся 20 секунд, даже если Утигалиев отвяжется, навряд ли ему это чем-то поможет. Раунд он опять отдает Искиеву. Искиев все делает правильно. Очень хорошо использовал борьбу. Да, опять на последних секундах встает. Пошла открытая такая уже рубка от Аслана. Но очень поздно включается. Очень поздно. Раунд все-таки за Искиевым. Однозначно. Ну и Искиеву сейчас третий раунд нужно вот в таком ключе отработать. Все. Победа обеспечена. Ну а что касается Утигалиева, его спасет только досрочная победа. Нокаут или сабмишн в парке. Будет для него возможность вырвать все-таки победу для Утигалиева в последние 5 минутки, но хватит ли этого времени, хватит ли сил на это? Пока что по раундам 2-0 ведет Джохар Искиев. Это будем честными. Да, в чемпионском бою даже такого доминирования, да, над Асланом не было. Но Джохар Искиев сейчас просто в одни ворота выигрывает этот поединок. Но для Аслана еще не все потеряно. Надеюсь, что в третьем раунде он выложится. Понимает, что проигрывает, и в углу ему это однозначно сказали. Ну и посмотрим, с какой установкой он вышел на этот раунд. Ждет удобного момента. Искиев, да, ждет, когда Аслан пойдет вперед. Здесь самое главное Аслану провести вот эти 5 минут в стойке. Да, наверное, ему все-таки выгоднее работать в стойке. Искиев удивляет на самом деле. Поменял очень сильно тактику. В третьем раунде
много слишком пространства отдает Утигалиеву. Вот, уже потихонечку пошел. Передняя рука сильно опущена. С первого раунда он в такой боксерской манере начал действовать. Еще попадание. Даже Джохар сейчас не лезет в борьбу. Не хочет, наверное, явно лезть в борьбу. Скорее всего, ждет удобного момента. 2 раза Аслан допускал ошибки, из-за этого оказывался в партере. Джохар Искиев выполнил только по своей инициативе, сделал только 1 тейкдаун. Второй тейкдаун во втором раунде был из-за ошибки, да, скажем так, Утигалиева. Да. Был слэм такой. Да, не торопится. Хорош! С разворота разворота. наносит удар. Вот тут в Искиев. защиту пришлось. Пятка прям по голове была. Если бы не защита, возможно, ощутил бы посильнее. Посильнее бы попал Правый прямой удар или правый боковой был от Утигалиева. Три минуты остается до окончания этого поединка. Еще раз попадает. Вот здесь нужно сразу же было Не хочет атаковать. Аслан лезть в партер. Думаю, может, оно и правильно. Зачем? теперь сам Аслан. Зачем с ним вязаться? Что это было? Тяжело объяснить, если честно. И сразу же проигрывает позицию. Сам оказывается спиной к сетке. Да, не совсем понятен его выбор в пользу тейкдауна. Да, сейчас ошибка из Киева, и сразу же отвязался от клинча. Будет пытаться работать в стойке, развивать успех. Было у него несколько хороших попаданий, но в целом это не меняет картины боя. Надо понимать, что 2 раунда за Искиевым. Даже в случае, если этот раунд судьи отдадут Утигалиеву, он в любом случае проиграет. Как мы говорили, ему поможет только досрочная победа. 2 минуты остается, все так же бойцы в стойке. Идет вперед Искиев. Атака от Утигалиева Аслана. Еще одно попадание. Да, и опять просто напрашивается на этот тейкдаун. Не бросался Искиев, сделал все грамотно. Ждал момента. Ну и когда бойцы потные, тяжело делать гильотину. Уже 2-й раз пытается Утигалиев взять шею. Здесь прихватывает уже Искиев. Будет ли дорабатывать? Нет. Искиев тоже, кажется, уже просел. Колено на выходе. Левым коленом попадает в подбородок Утигалиев. Это его возможность сейчас вырвать Осталась все-таки победу минута. в эту минуту. Хорош, отлично. Джохар Искиев уже посматривает на время. Пытается провести тейкдаун Утигалиев. Пассивен очень Джохар в 3-м раунде. Возможно, довольствуется тем, что забрал он Да, он первые уверен 2. в том, что он забрал 2 раунда, поэтому абсолютно стал выкладывать. не рискует. Ему остается только лишь отбегать последние секунды, и победа у него в кармане. Все равно не так уверенно действует Аслан. Боец, который проигрывает, мне кажется, уже должен идти ва-банк. Но не рискует. Утигалиев. Колено в прыжке, но дистанции, очевидно, для этого удара нету. И поединок заканчивается. Ждем официального решения судей по итогу 3 раундов в этом поединке.
Сонымен құрметті қанымдар мен мырзалар, 3 раундтан кейін төрешілеріміздің шешіміне жүгінеміз. Бірінші төреші 30-27, екінші төреші 29-28, үшінші төреші 29-28. Бір ауыз шешіммен жеңіске жеткен Джохар Эскиев!